Без воды и электричества. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как жители Таджикистана все еще борются с последствиями наводнения. Они остались один на один с этой стихией. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. Уже более месяца жители ущелья Аджук в Арзобском районе преодолевают трудности, вызванные наводнением 27-28 августа. Одна из жительниц по имени Сарвинос рассказала, что больше всего они страдают от отсутствия воды. Уже больше месяца в Аджуке проблема с водой. После наводнения речка вышла из берегов, нанесла урон местным дворам. Вода также уничтожила мост, который вел к бассейну с питьевой водой. Этот бассейн мы построили сами, и он служил источником питьевой воды. Пострадали и трубы, которые вели от этого бассейна воду к домам, сказала она. По ее словам, проблема с питьевой водой не единственная. У нашего соседа был колодец, который работал круглосуточно и тоже обеспечивал нас водой. Однако из-за ограничения с электричеством пользование этого колодца стало невозможным, отметила женщина. Сарвинос сообщила, что свет после ночного отключения включается в 5 утра, потом отключается в 8 утра и включается только в 17:00, а ночью отключается в 22:30. Между тем, начальник Варзобского филиала электросетей Шарух Шарифзада сказал, что ограничений в электроснабжении нет. В настоящее время проводятся профилактические ремонтные работы, направленные на улучшение состояния электрических сетей и их подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, сказал он. Что касается питьевой воды, в Хукумате Джамаата сообщили, что продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. В частности, проводится очистка водопроводных труб. Сказали там, заверив, что в течение этой недели проблема будет решена и доступ к питьевой воде будет обеспечен. Как вы относитесь к таким заявлениям и к такой ситуации, что люди, по сути, уже больше месяца борются один на один со стихией? И только когда появились журналисты, то почему-то сразу сказали, что вот прям завтра, все точно решится. И почему нельзя отключать свет, даже если они уже его отключают? Не отключать в тех регионах, где такая ситуация. Ведь людям и так сложно выживать из-за наводнения, а еще и отключают свет. И уже введен энерголимит, но по сути они опять его отрицают, называя это какими-то ремонтными работами. И почему-то они делают это каждый год и думают, что население настолько глупо и не запомнило, что так было в прошлом году, в позапрошлом году, и что это повторяется. Свое мнение по поводу всего этого. И как вы думаете, действительно ли они в ближайшие дни восстановят всю инфраструктуру и будет доступ к питьевой воды у местного населения? Ведь, по сути, они обеспечивали водой себя сами, ведь построили бассейн они сами и проложили трубы тоже. Или просто корреспондентам и неравнодушным людям, которые пытаются узнавать об этой ситуации, вешают лапшу на уши, что якобы что-то делается. Но ведь уже прошло больше месяца, но почему-то до сих пор ничего не сделано. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.